для приветственного слова приглашаю на сцену председателя партии Народный фронт Абхазии Сакания Лашу Надаревича. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, Беслан Владимирович. Добрый день, Владислав Андреевич, Лаша Нукзарович. С особым чувством радости и гордости приветствую вас на 10-м юбилейном съезде партии Народный фронт. Эта дата не просто символ времени, это рубеж зрелости, итог большой и честной работы, и вместе с тем начало нового этапа жизни в нашей партии и всей страны. Все эти годы партия ставила перед собой единую, неизменную задачу – обеспечение стабильного развития Республики Абхазия, укрепление ее международных позиций и поступательное движение вперед в экономике, культуре и социальной сфере. Как основатель и председатель партии я убежден, эти цели впредь останутся основным вектором нашей политической деятельности. Мы начинали как молодые управленцы, искренне веря в идею служения Родине. С каждым годом мы становились сильнее, опытнее и увереннее. В политической жизни появился долгожданный динамизм, и это стало возможным благодаря стабильной внутренней обстановке и гражданскому согласию. После непростого политического кризиса в ноябре 2024 года мы прошли сложный путь, сохранили единство и вновь доказали зрелость абхазского общества. Партия Народный фронт Абхазии определилась со своим выбором без промедления. И уже сегодня ясно, наш выбор был верным. Абхазия под руководством Бадры Зурабовича Гумба уверенно движется вперед. Мы этот курс поддерживаем, мы в него верим. За годы всей деятельности партия внесла осуществимый вклад во внутреннюю политику государства. Мы активно участвовали в обсуждении ключевых законодательных инициатив, уделяли внимание социальной сфере, поддерживали ветеранов и молодежь, способствовали развитию спорта и укрепили внешние связи в Абхазии. На этом я хочу остановиться подробнее. Абхазию и Россию связывает многовековая и испытанная временем дружба. Наши народы всегда стояли рядом перед лицом угроз. В годы Великой Отечественной войны мы отправили 55 тысяч жителей нашей маленькой гордой страны. На фронт ушли 17 тысяч, из них, к сожалению, не вернулись. В 1992 году, когда добровольцы из России вместе с абхазами сражались за свободу нашей земли, и сегодня, когда наши бойцы снова демонстрируют мужество и честь в зоне специальной военной операции. Мы гордимся каждым из них. Они продолжатели славных традиций своих отцов и дедов, тех, кто под руководством Владислава Ардземба шел в бой, веря в победу и освобождение Родины. Но, к сожалению, война не бывает без потерь. Мы потеряли лучших. Их подвиг бессмертен. Прошу почтить память павших минутой молчания. Спасибо. Пусть наши воины скорее вернутся домой с победой. Мы верим, наше дело правое, а значит победа будет за нами. Одним из приоритетных направлений нашей работы остается забота о ветеранах и повышение качества их жизни. Я сын ветерана войны, и потому знаю, какой ценой далась победа и как тяжел был путь домой. Принятый парламентом закон о ветеранах лишь первый шаг, на мой взгляд. Необходимо разработать системные программы реабилитации, общения и поддержки этих людей, тех, кто подарил нам жизнь и мир. Возвращаясь к теме международного сотрудничества, хочу подчеркнуть важность укрепления торгово-экономических и гуманитарных и общественно-политических связей с Республикой Беларусь. С белорусами нас объединяют духовная близость, трудолюбие и уважение к традициям. Мы видим огромный потенциал для взаимодействия в сфере агропромышленного комплекса, виноделия, туризма, образования, науки и культуры. Особое внимание партия Народный фронт Абхазии уделяет развитию отношений с политическими партиями и общественными организациями Беларуси.
Это направление открывает новые возможности для обмена опытом совместных инициатив и диалога и укрепления человеческих контактов. Развитие страны немыслимо без общественного порядка и безопасности. Сегодня мы можем уверенно сказать, Абхазия стала спокойнее, безопаснее, надежнее. Туристы возвращаются, бизнес развивается, и все это результат профессиональной, слаженной работы силовых структур Республики Абхазия, за что им большое спасибо. Мы видим снижение преступности, укрепление доверия граждан к милиции и будем в дальнейшем оказывать МВД поддержку, ведь безопасность страны – наше общее дело. Вместе с тем я убежден, что наша страна стоит на пороге новой экономической эпохи. Мы больше не можем ждать, пока благие намерения превратятся в робкие шаги, пора действовать решительно, создавая условия, при которых предприимчивые люди будут не просто выживать, а развивать свои идеи, создавать рабочие места и укреплять экономику. Предпринимательство – это двигатель развития страны. Мы обязаны создать такие условия, чтобы каждый мог смело претворять идеи в дела, а общество пожинать реальные результаты в виде рабочих мест, инноваций и устойчивого благосостояния. Вместе мы сделаем страну местом, где бизнес процветает не вопреки, а благодаря государству. Не менее важным направлением остается поддержка спорта и молодежи. По инициативе партии школы и детские сады получили спортивный инвентарь, мячи, сетки, форму. Это не просто помощь, это вклад в будущее, в здоровье поколений, в сильную нашу абхазскую нацию. Мы помним, через что прошли послевоенные поколения, и делаем все, чтобы у наших детей жизнь была лучше, чем у нас. Каждая школа, будь она в городе или в селе, должна иметь компьютерный класс, современный спортзал и полноценную библиотеку. И мы к этому обязательно придем. Дорогие друзья, спасибо вам за уделенное время. Мне действительно приятно сегодня видеть вас всех здесь. И, значит, я хочу поприветствовать участников и гостей съезда, значит, озвучиваю повестку мероприятия. Сегодня у нас презентация программы, обсуждение программы в формате панельной дискуссии. Презентация проектов, реализованных партией, уже была. Так что хочу презентовать вам программу политической партии Народный фронт Абхазии и потом приступить к дискуссиям. Дальше у нас будет ряд спикеров, которые будут приветствовать вас.